Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для овнов. Посмотрим, что будет происходить на этой неделе. Будем использовать метафорические карты для совета. Для пояснения будем использовать цыганскую колоду. И основные события смотреть на колоде Таро. Итак, овны. С 23 по 29 марта 2020 года основные события под картой пажа жезлов проходят. Для отношений попадает десятка кубков. Для работы колесница. И для финансов выпадает карта пятерка пентаклей. Посмотрим, с основной карты начнем. Итак, дорогие овны, у вас будет, скорее всего, необходимость на этой неделе получать помощь в продвижении ваших дел. Может быть, будет необходимо что-то менять в деятельности, может быть, начинать что-то заново, либо учиться. Может быть, здесь будет какая-то ситуация, связанная с обучением детей, какая-то будет ситуация, которая будет на поверхности, да, будет требовать от нас внимания. Но это для тех, у кого есть дети. Кроме того, эта карта связана с теплом, с энергией начинаний каких-то, да, то есть вот, может быть, захочется, прям очень сильно захочется что-то начать. Именно на этой неделе. Вот карта говорит о том, что вас Вселенная будет поддерживать. Вот здесь у нас изображена гора, то есть как символ наших высоких стремлений, каких-то больших планов. То есть вот замечательное время для того, чтобы начинать движение к своей цели. В том числе и в обучении. То есть сначала может быть просто обучение, потом это у нас переходит в навыки профессиональные, и дальше мы уже продвигаемся, то есть достигаем своей цели. То есть карта говорит о том, что придется нам на этой неделе побегать. То есть у нас на карте не изображено никакого транспортного средства. И это значит, что все нам нужно будет делать самостоятельно. Помощи у нас особо нет, ускорения нет. За все ускорение отвечаем мы сами. Кроме того, может кому-то от нас потребоваться очень скорая, быстрая помощь. А также вот у этого персонажа пажа на поясе висит кинжал, как меч, да, который направлен в землю. То есть меч – это наши мысли, это наши слова, которые мы говорим. То есть нужно обязательно сконцентрироваться на цели, жезле, да, но не обращать внимание на ту информацию, которая сейчас вокруг. Не говорить каких-то слов, за которые потом будет стыдно, да, или которые могут как-то отразиться негативно на нашей жизни. И будет после этого, скорее всего, ситуация, если вот мы не удержимся в словах, да, будет ситуация, когда нам будут последствия, да, придется решать потом как-то вопрос с миром, договариваться, извиняться. То есть тут нужно быть очень осторожными, держать свою энергию именно в выбранном направлении, не распылять ее ни в коем случае. А также карта связана и с новыми знакомствами, да, если для вас это важно, или, может быть, создание новых связей каких-то, то вот тоже прекрасное время для этого. В отношениях у нас выпадает десятка чаш. Добавим сюда 3 карты на отношения из цыганской колоды. Давайте сразу добавим и остальные. Это для работы и для финансов. Итак, в отношениях десятка чаш, замечательная карта для отношений, карта праздника, карта исполнения желаний, когда всем хорошо друг с другом, когда собирается семья, какие-то юбилеи, возможно. В общем, замечательное время для того, чтобы жить и радоваться. И в сочетании с валетом червовым, для тех, у кого нет пары, как раз замечательная возможность познакомиться
Действительно, может быть, человек очень романтичный встретится, человек, с которым могут сразу вспыхнуть какие-то чувства, эмоции, да, в отношении него проявиться. Может быть, это знакомство как раз на каком-то празднике семейном. Может быть, кто-то из родственников может познакомить, да, то есть здесь действительно может быть очень судьбоносная встреча. Но эта карта также предупреждает о том, что не нужно на чувства отвечать спонтанно, нужно смотреть, что за человек перед вами, потому что по вальту червовому это может быть человек, который много обещает, но мало выполняет впоследствии. То есть он абсолютно искренний, он думает, что действительно как бы влюбился там навек, да, а потом через какое-то время он может совершенно по-другому начать уже думать или ответственность на себя не брать, или еще что-то. То есть нужно присмотреться. Тем более, что рядом у нас король трефовый, скорее всего, будет очень много неясного в поведении этого человека, и не сразу это все прояснится. Для тех, кто в паре выпадает в дополнение король трефовый, к десятке чаш, и карта говорит о том, что какая-то ситуация, которая вас беспокоила, вот вашу семью, вашу пару, она разрешается благополучно, к общему удовольствию. Здесь могут быть, кстати, задержки какие-то, может быть, и в финансах, может быть, допустим, у одного из партнеров не было работы, или, может быть, была ссора какая-то, непонимание, вмешательство третьих лиц. Вот замечательно все заканчивается на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, король червовый выпадает, карта говорит о том, что можно смело отправляться домой к этому человеку для того, чтобы помириться, либо пригласить его к себе в гости, да, и, может быть, организовать какой-то праздник, либо он уже у вас организован, и вы можете здесь воспользоваться этим поводом для того, чтобы помириться. То есть помириться, возможность есть, все здесь может наладиться. Но по десятке, смотрите, вы должны понять, что вот так, как вы раньше жили, так больше продолжаться не может. Нужно обязательно что-то менять в ваших отношениях, чтобы не повторялась эта ситуация. Для работы выпадает старший аркан колесница. И в дополнение для тех, кто не работает, кто ищет работу, четверка червовая выпадает. Карта говорит о том, что скорее всего, исполнится ваше желание. Вот червовые карты, они очень часто показывают наши желания, да, то есть желания нашего сердца. И здесь вот как раз четверка – это карта получения желаемого, это карта стабильности. То есть, скорее всего, то, что вы найдете на этой неделе по колеснице, вас порадует. И вы скажете, вот как хорошо, что я как бы откликнулся, допустим, на какую-то вакансию, или хорошо, что я поехал куда-то в какое-то место, да, потому что я действительно здесь получил то, что хотел, то, что даст мне стабильность. Ну и вообще эта карта говорит о том, что вы успокоитесь на этой неделе. Но смотрите, здесь нужно быстро принимать решения. Скорее всего, будет возможность, на которую нужно будет среагировать. Она будет как выход вот из вашей ситуации. Ну и, конечно же, здесь самообразование, самопрезентация, да, то есть все это должно быть на уровне. Не нужно стесняться того, что вы уже умеете, показываете себя вот со всех самых лучших сторон. Можно даже кого-то попросить, семерка, да, партнерская карта, может быть, можно кого-то попросить из ваших знакомых, чтобы за вас замолвили словечко, или, может быть, поискать кого-то знакомых из тех людей, которые могут вам помочь с работой. Для тех, кто работает, девятка червовая, карта говорит о том, что будут какие-то очень большие перемены, новости какие-то будут по работе. Но смотрите, здесь, кстати, кто-то может возвращаться домой из командировки, кто-то, может быть, наоборот, уезжает, но все как-то так очень стремительно, быстро. И, возможно, здесь может быть какая-то конкуренция. То ли вы пытаетесь успеть раньше кого-то, то ли
Здесь время как-то подгоняет вас, но в любом случае здесь какая-то спешка может быть. Или потребуется быстрое решение, чтобы выходить из сложной ситуации. Девятка червовая, она вообще говорит о новых связях, о новых людях, о новых возможностях. То есть если они вам даются, воспользуйтесь, все это на благо. Вы получите выход из какой-то сложной ситуации, если не сейчас, то в будущем, благодаря тому, что вот новое приходит в вашу жизнь. Для тех, у кого свое дело, четверка бубновая, замечательная карта, говорит о том, что вам вообще не нужно ни о чем беспокоиться, вы находитесь в стабильном состоянии, либо для вас это рекомендация находиться в стабильном состоянии, позаботиться о безопасности своих финансов и о вашем продвижении. Может быть, нужно будет вложить деньги в обучение в какое-то. Или, может быть, нужно будет какой-то для себя найти выход. Вот именно в вашем деле, в вашем бизнесе нужно будет найти какие-то новые высоты. Да, может быть, сейчас какая-то критическая ситуация, застой, и вы на этой неделе сможете понять, как вам из этого застоя выйти. Но в любом случае у вас ситуация очень хорошая, благополучная. Просто может быть, ну, не совсем то, что вам хотелось бы, да, не совсем то, что вам нравится, но выход у вас есть. Вот на этой неделе обязательно обращайте внимание на знаки от судьбы, особенно неожиданные, особенно которые приходят от людей, которые с вами с глазу на глаз беседуют, да, вот здесь вот есть выход из застоя, из какого-то, для того, чтобы сохранить деньги, обезопасить себя и так далее. Деньги идут у нас по кризису, пятерка, господи, забыла, как называется, пентаклей. Значит, у нас пятерка пентаклей, она уже карта кризиса, денежного кризиса. Но это вот как раз вот та самая паника, да, то есть если мы поднимемся в своем сознании повыше, то есть она же у нас с духовностью связана, то есть если мы отпустим ситуацию на волю высших сил, то тогда эта карта, она из кризисной обращается наоборот нам в плюс. Мы как бы переходим на новый уровень в деньгах. То есть мы получаем доступ для того, чтобы через вот это испытание впоследствии увеличить свои доходы. Для тех, кто работает, девятка пиковая в дополнении, советует нам не переживать, держаться за то место, за те доходы, которые у нас уже сейчас есть, и вот не допускать паники, спокойными быть, стабильными, потому что тут совершенно все замечательно у вас выходит. Даже несмотря на то, что вот может быть какое-то кризисное состояние, это не как бы на будущее не повлияет. Для тех, у кого свое дело десятка бубновая, говорит о том, что нужно вкладывать в образование деньги, нужно вкладывать деньги в повышение профессионального уровня. Здесь, возможно, вы чего-то не знаете еще, да, для того, чтобы вот как лучше руководить, допустим, своим проектом, как общаться с клиентами. В общем, любые светлые проблемные места, их можно на этой неделе заполнить вот с помощью обучения, да, вы можете вот как бы кризисные вот эти вот времена пережить, просто вкладывая в себя, в свое развитие. Давайте теперь посмотрим, что нам посоветуют маг карты. Так. Совет на неделю для овнов. Замечательная карта, которая говорит о том, что нужно находиться в потоке жизни. Не нужно поддаваться каким-то отрицательным настроениям, да, нужно находить что-то лучшее в своей жизни и вот именно быть в этом потоке. Тогда вы сохраните спокойствие, здоровье, вода – это и деньги тоже. Вы наполнитесь энергией, то есть вы можете вот этот период кризисный, даже по деньгам, вы можете использовать себе на благо. И вообще водопады – это очень сильное энергетически природное явление. Говорят, что там настолько мощная энергетика, в несколько раз мощнее, чем энергия, которая исходит от моря.
И здесь вот, значит, карта нам советует как раз настраиваться на какие-то высокие частоты, да, настраиваться на то, что мы хотим, наши желания, вода, да. Нужно как раз искать для себя вот на этой неделе вот такое место, да, такие мысли, которые как раз вот в нас вызывают приток энергии. И как раз вот эти потоки, они нас вынесут ну, к самому лучшему, что может только нам принести жизнь. Друзья, желаю прекрасной недели, пусть только самое лучшее сбывается. Всего вам доброго, до новых встреч.